Здравствуйте! На телеканале «Салям» Ишимбайские новости. С последними новостями вас познакомлю я, Елена Рей. В Ишимбае на аллее Героев 22 июня состоялся митинг, посвященный Дню памяти и скорби. В нем приняли участие представители администрации, военкомата, руководители предприятий, организаций, учебных заведений. В день 79-й годовщины со дня начала Великой Отечественной войны они возложили цветы к памятнику скорбящей матери. 22 июня – дата, ставшая прологом потерь наших миллионов соотечественников. По официальным данным, за все годы войны страна потеряла более 27 миллионов граждан. Их память почтили и в Ишимбае у Вечного огня. Их мужество, волю к победе и непревзойденный дух мы помним и чтим по сей день. Прозвучало много теплых слов в адрес ветеранов, тружеников тыла. Несмотря на превосходящие силы противника, на превосходящее вооружение, наша страна смогла дать достойный опор. Все планы гитлеровской Германии разбились о твердость духа советского солдата. Страна очень любит своих сыновей, и сыновья отдали свой долг и став на ее защиту. 24 июня в 6 населенных пунктах Ишимбайского района возле домов, где живут участники Великой Отечественной войны, прошли мини-парады. Офицеры-преподаватели Башкирского кадетского корпуса ПФО имени Александра Достовалова, ветераны локальных войн, воины-интернационалисты, пограничники промаршировали возле домов 6 участников ВОВ, проживающих в Верхоторе, Байгузина, Кинзибулатова, Канакаева, Армет Рахимова, Васильевки и Янурусова. В этот же день в селах Васильевка и Кинзибулатова открыли памятники. Как все прошло, смотрите далее. Такие мини-парады состоялись возле каждого дома, где живут ветераны Великой Отечественной войны в сельских поселениях района. Один из них, Павел Прахов, уроженец села Верхотор, ушел на фронт в 1943 году. Тогда ему было 17 лет. Воевал на Черноморском флоте. С радостью вспоминает день, когда узнал о победе. То первое, великое, 9 мая 45-го. Самый первый у нас никаких подарков не было. Мы шли с Батуми. Везли снаряжение для артиллерии, снаряды. И тут объявили День Победы. Ну, мы на всех парах Севастополя праздновать. Наиль Султанов, уроженец села Байгузина, ушел на фронт в 18 лет. Война застала его во время службы в армии. Попал на Украинский фронт, где воевал связистом. Прошел фашистский плен. Там его принуждали работать на литейном заводе. Наиль Ахметович не раз намеренно выводил из строя оборудование предприятия, что приводило к длительному бездействию завода. В послевоенное время стал учителем. Всю дальнейшую жизнь проработал в Байгузинской школе. В деревне Кинзибулатова в этот же день состоялось торжественное открытие памятника труженикам тыла. Праздник украсили местные творческие коллективы. Обелиск начали возводить в апреле. С просьбой о помощи у жителей деревни обратились в администрацию муниципального района, где идею одобрили и поддержали, выделили необходимую сумму. Кинзибулатовцы тоже не остались в стороне. Односельчане оказали большую помощь в строительстве мемориала. Это и коллектив мечети Фатиха, Совет ветеранов, частные лица. Не жалели своего времени, транспорта и техники. Мы построили, вот сегодня открыли. Пусть этот памятник будет нашей памятью, следующим поколением, значит, будет светлой памятью. Они, значит, чтобы знали об истории своих дедов, отцов, значит,
И пусть он долго служит такой памятью, значит. В этот же день в селе Васильевка открыли памятник нашим землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны и ветеранам пограничных войск. Здесь состоялся праздничный митинг. Елена Рей, Айнур Рахметов и Ильназ Бекузин для информационной программы. В 2019 году Башкирский научно-исследовательский центр по пчеловодству и апитерапии создал в окрестностях деревни Кобясово Ишимбайского района научно-экспериментальную станцию для сохранения и воспроизводства ценнейшего генофонда башкирской пчелы. Специалисты института выявили, что именно в нашем районе имеется большой потенциал для сбора качественного, органически чистого меда. В настоящее время на пасеке установлены 500 ульев. Сегодня устанавливают 113 холодных ульев. Наша съемочная группа побывала на пасеке станции. Сегодня в Ишимбайском районе содержится около 7,5 тысяч пчелосемей. Природный потенциал района составляет 112 тысяч, говорят сотрудники Центра по пчеловодству и апитерапии. Исследования выявили, что именно в нашем районе имеется большой потенциал для сбора качественного, органически чистого меда. Но пока главная цель Центра – сохранить и увеличить породу башкирских пчел, создать запатентованный организацией Роспатент бренд «Ишимбайский мед» и вывести высококачественную продукцию на российский и мировой рынки. Сегодня нами разработано ишимбайский, башкирский бортевой мед. Именно конкретно ишимбайский бортевой мед. И нами сегодня заключен контракт с Дубаем, арабской страной. И мы собираемся сегодня уже в этом году поставить именно ишимбайский бортевой мед другие страны мира. Согласно нашим планам, Ишимбайский район должен выйти с 15 места на первое по количеству пчелосемей среди муниципальных районов. По объему производства меда, который он занимает, 16 место должен выйти на первое место. И это даст толчок развития социально-экономического развития села. Работа случного центра особенно актуальна в преддверии Международного конгресса по пчеловодству «Апимондия», который пройдет в Уфе в 2021 году. Сейчас на пасеке станции установлены не только традиционные ульи, здесь активно возрождают сбор холодного меда. Пчелосемьи переведены в 113 холодных ульев, которые изготовлены по уникальной технологии. В нынешнем году здесь планируют довести количество пчелосемей до 500, в перспективе до 1000. Все это позволит вывести ишимбайский мед на первое место по объему и количеству пчелосемей в республике. Еще один плюс станции – это содействие возрождению деревни Кобясово. В настоящее время на объекте из деревни трудоустроены 6 жителей. Функционируют программы социальной направленности. Дина Мурзина, Айнур Рахметов для информационной программы. В Центральном парке культуры и отдыха прошла акция ГИБДД по безопасности дорожного движения для детей и подростков. Юным пешеходам и велосипедистам раздали более 100 красочных памяток по ПДД и воздушные шары. Кроме госавтоинспекции Ишимбайского района, в акции приняли участие представители юношеской автошколы, управления образования и волонтеры из КДМ. С мая по сентябрь на дорогах республики становится все больше двухколесных транспортных средств, в том числе и велосипедов. Нередко на проезжую часть выезжают и дети. Чтобы предотвратить ДТП с их участием, сотрудники ГИБДД напомнили юным о соблюдении правил дорожного движения. Поводом для акции стало недавнее ДТП в Ишимбайском районе с участием 14-летнего велосипедиста на автодороге Карайганово-Ишимбай. Подросток получил телесные повреждения. Хотелось бы обратиться к родителям о том, что необходимо знать, что, покупая ребенку велосипед, нужно знать, что это транспортное средство повышенной опасности. Перед тем, как доверить ребенку управление велосипедом, необходимо, чтобы у ребенка было достаточно навыков вождения. Основные ошибки, которые допускают велосипедисты, это движение навстречу транспортным средствам и движение на велосипеде по пешеходному переходу. По закону до 14 лет запрещается выезжать на проезжую часть. Передвигаться можно только в пределах пешеходных зон. Велосипедистам старше 14 лет при выезде на проезжую часть необходимо придерживаться самого края дороги с правой стороны.
Это очень важно, потому что профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в настоящее время играет первостепенную роль для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье детей. Соответственно, такие акции направлены на повышение грамотности пассажиров, пешеходов, велосипедистов очень нужны. Это позволит детям в дальнейшем избежать каких-то неблагоприятных ситуаций на проезжей части. Красочные памятки для ребят подготовили представители юношеской автошколы. Они работают над комплексной программой безопасности детей и подростков на проезжей части. Программа направлена на изучение ПДД, начиная с 1 класса и заканчивая старшими. Я очень люблю кататься на велосипеде, мне это очень нравится, потому что лучше кататься на велосипеде, чем ходить пешком. И я соблюдаю правила дорожного движения. Соблюдение элементарных правил дорожного движения способно сохранить здоровье и жизнь каждого ребенка. Особенно это актуально во время каникул. Елена Рей, Арсен Рахмангулов для информационной программы. Также с 15 июня инспекторами ГИБДД в муниципальном районе проводится операция «Должник». Ее главная цель – напомнить нарушителям о неоплаченных административных штрафах. В день останавливают и проверяют по базе данных Федеральной информационной системы ГИБДД более 60 водителей. Граждане, привлеченные к административной ответственности, обязаны оплатить штрафы не позднее 60 дней со дня вынесения постановления. Санкции довольно серьезные. Ранее назначенный штраф удваивается. За неуплату штрафа административное законодательство предусматривает арест до 15 суток или обязательные работы на срок до 50 часов. Напоминаем, что в случае оплаты нарушителем штрафа 20-дневный срок со дня вынесения постановления. В административном законодательстве предусмотрена оплата лишь половины суммы. Проверка на штрафы инспекторами ГИБДД производится в каждом случае, когда гражданин привлекается к административной ответственности. С начала операции выявлено 11 нарушителей, не оплативших свои штрафы. На них составлены административные протоколы, которые затем отправят в суд. Такие операции в муниципальном районе проводятся ежеквартально. Самостоятельно информацию о своих неоплаченных штрафах можно получить на официальном сайте Госавтоинспекции и на сайте Госуслуг. По сообщению Ишимбайской межрайонной прокуратуры, 43-летний житель Ишимбая осужден за злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог. Мужчина состоял в должности инспектора филиала по Ишимбайскому району уголовно-исполнительной инспекции. Суд установил, что в период с 2016 по 2018 год инспектор принял на исполнение 7 приговоров. В соответствии с ними осужденные должны были отбыть наказание в виде обязательных работ за совершение преступлений, повторное управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Однако, зная о том, что осужденный соответствующее наказание не отбывает, инспектор подделал документы о надлежащем отбытии общественно полезных работ осужденным и снял указанных лиц с учета как отбывшие наказание в полном объеме. Действия сотрудника уголовно-исполнительной инспекции позволили избежать осужденным назначенного приговора суда наказания. Подсудимый не признал вину в совершенных преступлениях. Суд окончательно назначил ему наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей. В преддверии голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации, которое пройдет 1 июля, наша съемочная группа вышла на улицы города. Мы поинтересовались у ишимбайцев, примут ли они участие в голосовании и насколько это важно для них. Ну, конечно, буду голосовать, потому что Конституция – это основной закон любой страны. А это основной закон нашей страны. Наша родная страна, чужая. За нее и буду голосовать, потому что те изменения, за которые мы будем голосовать, они, естественно, соответствуют дальнейшему развитию нашей Российской Федерации, в том числе нашей республики, Республики Башкортостан и нашего города. Пойдете или нет на голосование? Ну, конечно, пойду. А почему? Почему это важно для вас? Ну как, для нас же старается. Буду, конечно, голосовать. А почему? Потому что я гражданин Российской Федерации. Голосовать буду. Не знаю, не буду еще, наверное. А почему так решили? Не знаю. Посмотреть надо. Еще не читала я Конституцию новую. А когда прочтете, будете вообще принимать участие? Ну, буду принимать участие, конечно. Почему для вас это важно? Ну, для народа это важно, и для нас, для самих нужно, чтобы нам там было комфортно жить с этой Конституцией. Будете ли вы голосовать за поправки в Конституцию и почему?
Конечно, чтобы народу легче было жить, хорошо. Ой, пока думаем еще, что делать, идти или не идти, голосовать или нет. Да. А почему? Потому что многое надо изменить. На сегодня это все. Всего вам доброго. До свидания.